Девушка вот на этом фото сегодня доказала, что для того, чтобы прославиться на всю страну, вовсе не обязательно совершать подвиги. Иногда достаточно банальной честности. Зовут ее Иванна Бутакова. Работает в одной из гостиниц Великого Новгорода. А знаменитой стала после того, как один из постояльцев оставил в номере солидную сумму. Деньги, около 1 000 000 рублей, нашла именно Иванна. Что делать, даже не раздумывала. Сразу сообщила о находке начальству. Так что, когда забывчивый гость вернулся, ему вернули все до копейки. Сама горничная ссылается на правила отеля. В нем, да и во многих других гостиницах, как в России, так и за рубежом, все находки хранятся продолжительное время, до востребования. Правда, деньги, тем более такие, забывают все-таки нечасто. А что забывают, узнаем у Анны Балдиной. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. А вы когда-нибудь оставляли вещи в отелях? Да, в командировке в Швейцарии забыла книгу, нашли, выслали, правда, за мой счет. Горничная Иванна Бутакова – скромная девушка. Ей трудно говорить на камеру. Интервью идет бойко, только когда Иванна принимается за работу. Простынь. И вот на матрасник. За наматрасником получается. Тут лежал пакет синенький, напоминающий вообще бахилы. Я думала, кто там тут бахилы запихал. Вот. Но это не так. Девушка поняла, внутри деньги, но пакет Иванна не вскрывала, отдала старшей горничной. И камень с плеч упал. Ведь что тут началось? Служба безопасности, комиссия, акт, учет. Выяснилось 1 000 000 рублей в 3 валютах. Собственно, рубли, доллары и евро. На вопрос, неужели не хотелось оставить, Иванна смущается. Журналисты замучили. Мне всего лишь 21 год, но из-за того, что мой папа работал на нефтяном предприятии, я видела деньги побольше, поэтому первая мысль — это позвонить Оле, нашей старшей горничной, и отдать ей деньги, чтобы она уже дальше разбиралась. А я дальше вперед, номер убирать. С таинственным гостем, миллионером из Петербурга, она не виделась. В день, когда приехала за деньгами, у Иванны был выходной. Передали благодарность, шампанское, цветы, конфеты. А начальство оформило премию. Иванну уже отметили, и не только денежные премии. Мы выпускаем журнал, в котором обязательно опубликуем ее фотографию, потому что мы гордимся этим человеком. Для нас это большое достижение, что такой сотрудник работает в нашей фирме. И именно благодаря им мы сохраняем такую хорошую репутацию. Гостиница «Волхов», старейшая из работающих в Великом Новгороде, открыта была в конце 50-х. В ней останавливались и высокопоставленные военные, и ученые, академики, например, Дмитрий Сергеевич Лихачев. В музее забытых вещей, которые есть в отеле, хранятся и советские купюры, и печатные машинки. То, зачем постояльцы почему-то не вернулись. Но сотрудники отелей все же призывают гостей не быть легкомысленными, а ценности оставлять в сейфах. Если что-то пропало, сообщить следует как можно раньше. Иногда мелкие предметы находят лишь во время генеральной уборки и ремонта, а между ними пройдет пара месяцев или даже лет. Если вещь забыта и была не востребована в течение полугода, обычно по правилам отеля эту вещь отдают сотруднику, который ее нашел. Это, конечно же, не относится к каким-то дорогим вещам. Это все хранится долгое время в сейфе, и человека ищут, разыскивают. Одна известная балерина забывала свое колье и, скажем так, какие-то драгоценности. Время от времени забывают и обручальные кольца, и какие-то цепочки, может быть, в душевой человек оставил, или в сейфе драгоценности. Рассказы о редких находках в гостиницах передают из уст в уста. А надо бы записывать, получается поэзия. Так, одна из британских сетей, которая принимает миллионы человек в год, ежегодно составляет рейтинг самых обычных и необычных забытых предметов. Рассеянными оказываются женихи и невесты, от свадебных платьев за 1000 фунтов до гигантских тортов и брачных контрактов. Случается, гости оставляют даже ключи от Бентли. Наконец, есть вещи жизненно важные – протезы для ног. Ну а рядовой список неинтересный. Одни гаджеты до пижамы. И плюшевые медведи тоже в десятке брошенных предметов. Во внимании отелей к забытым вещам проявляется, конечно, и борьба за клиента. Часто найденное и доставят бесплатно, а благодарные постояльцы оставят хороший отзыв в интернете. Кстати, в истории с Иванной сеть свою роль тоже сыграла. Рассказал ведь обо всем коллега девушки в Инстаграме. Такие вещи надо рассказывать. Для гостиницы, с одной стороны, пиар, с другой стороны, так скажем, очередной раз заявить о себе. Я глубоко убежден, что горничная зарабатывает в порядка 20 000 рублей
не более того. 22 тысячи. И она нашла цифру, соизмеримую с миллионом, но это подчеркивает действительно то, что в этой гостинице безопасно. Повторять эксперимент с миллионом в матрасе, конечно, не советуем, но работники гостиниц говорят, если русский гость добавит даже не чаевые, а просто улыбку и человеческое отношение, персонал отеля сделает все, чтобы найти хоть милую сердцу мелочь. И просить не придется.